Так, видно? Видно картинку? Еще нет. Вот, теперь видно. Еще нет. Вот, теперь видно. Вот, значит, смотрите, это руководство по кровопусканию, как мы знаем, в Средневековье кровопускание считалось такой почти что панацеей от всех бед. Значит, были астрологические всякие расчеты проводились, как бы в какие дни вот хорошо делать кровопускание, в какие дни нехорошо делать кровопускание. Это документ конца XIV века, один из самых таких старых документов на идише, где приводится календарь, что интересно, соответствие еврейских месяцев григорианским, причем названия григорианских месяцев очень интересные. Это средневерхние немецкие, то есть, например, там февраль Хартман, март Хорнунг, потом еще перенесем, посмотрим. Но, в общем, сам этот календарь кровопускания, чем он интересен, если вы внимательно посмотрите, конечно, такой идиш нам читать сегодня трудно. Тут написано, значит, в день святого Матфея, там, значит, вот хорошо делать кровопускание, там, а в день святого там такого-то Амброзия, вот написано, Амброзиен, Зента Амброзиен, значит, там, значит, хорошо или нехорошо, в общем, там объясняется. То есть, смотрите, это солнечный календарь. Значит, кровопускания делались в соответствии с солнечным календарем, а не с лунным. И вот какой-то там народный врач, знахарь, можем мы называть как угодно, в XIV веке, в общем, он ссылается на церковный календарь католический. Вот внизу там святой Николай, смотрите, Зан Николас и так далее. Значит, с Михаил и Элген, я не знаю, кто это такой, святой Эрн какой-то, короче говоря, значит, мы это показывает, это разрушает уже стереотип о том, что евреи были вот изолированы в гетто и не общались никак с окружающим миром, общались, на самом деле общались, более того, в общем, знали, в курсе были, как работает церковный католический календарь, чтобы по нему координировать вот эти вот астрологические вычисления кровопускания. Ну, такой интересный документ. Сейчас мы еще перелистнем немножко, посмотрим календарь. Вот, он не целиком, там он продолжается на следующей странице, но вот смотрите, видите, еврейский месяц слева, да? Значит, дальше старинное германское название этого места. То есть, смотрите, я неправильно сказал, значит, март это, ну вот написано март, февраль это Хорнунг, соответственно, шват, еврейский месяц шват, это январь Хартман, Тамус, значит, май это, собственно, май, написано вот апрель, май, дальше, значит, Брахман, звучит почти как Брахман в индуизме, но это другое слово, значит, Брахман, Хоберман, август, то есть, смотрите, июль это Брахман и Хоберман. Дальше следующий столбик это латинские названия, написаны еврейскими буквами, видите, январиус, феврариус, марциус, апрелиус, майус, юниус, юлиус. И, соответственно, название созвездия зодиака соответствующие, еврейские названия. Видите, Длик, Дит, Ле, Шор, Тумен, Сартан, Ария, Псула. Соответственно, Псула, вот, например, это Дева, соответствует месяцу Элул, который соответствует августу. Ну, такая интересная штука, 14 века. Так что показывает, в общем, то, что евреи были вполне и знали латынь, в общем, кто разбирался в медицине, и знали, в общем, там, во что верит окружающее население, какие святые в какой день. Ну, то есть, вот такой интересный документ.
Вот, возвращаемся мы теперь к Нота Лурье, но будем читать следующий отрывок. Предыдущий отрывок я сам быстро перечитаю, а пойдем, значит, читать уже дальше. Итак, Нота Лурье. Значит, я перечитываю то, что мы до этого прочитали по-быстрому. Arum nein Azeger Novand, wenn solche verändigte Beratung von der fortgeschrittenen Brigadieren von dem Hulaipoler Rayon. In Städtel Kabylets in einem mit dem tumultigen Eulam arois etwas an aufgeruderte von dem neu aufgebauten Kulturhaus. In einem bläulichen Dreußen hat geatmet mit Frischkeit. Die Brigadieren seien sich zugegangen über übergebrückter Gas, wer zum gerahmen kalvirtischen Einverkäuf, wer hat sie gefunden auf dem Samme-Rauchlampen Theater, wer zu Bekannte auf die Dorbeike Gassen, wo in der Größe Kiele Häufen seinen gestanden sehr Wegener, leichte Bedarkes auf Ressoren und neues gesottelte Pferd, auf welche sie seinen Sektional gefahren nachher kein Hulai-Pole, von den neuen und weit voneinander geworfenen Kalvиртом von dem Rayon. Вот дальше, Михаил. Давайте попробуем дальше почитать. Со следующей Это у нас страницы. вот откуда? Следующая С новой страница. страницы? Да, с новой страницы. Да, сейчас, секунду. Как-то я, может, крупнее сделаю. Может, побольше попробовать? Я попробую как-то. Да, а то что-то прям мелко. Да, давайте попробуем. Сейчас я расширю. Так, заглючила камера. Заглючила камера. Ну, не важно. Ну, камера не бывает. Да. Так. Вот. Ну, Михаил читается. Так. Die Beratung, hat sich Fahrzeugen Asachmer. Wie sei oben gehat ois gerechnet. Да, значит, попробуем перевести. Вот это вот Так, камера Баранович, глючит. вот это, Значит, камера глючит, я ее отключу. да, камера не обязательно. Ну, вот именно. Значит, Баратом у нас было уже это слово, это совещание. Это совещание. Рад, да, совет, рад. Баратом совещание. Ходцех фарцойген затянулось. Смотрите, тянуть циен. Прошедшее время тянуть гецойген. Значит, затянулось. Ходцех фарцойген. Асахмер гораздо больше, чем визейхобн гехат ойсгерехат. И вот здесь мы встречаем как раз плюс-комперфект, предпрошедшее время, которые в разговорной речи довольно редко встречаются. Смотрите, визейхобн гехат ойсгерехат. То есть совещание затянулось гораздо больше, гораздо дольше, чем они до этого рассчитывали. То есть гехат можно убрать, в принципе, смотрите. Визы хобма ойсгерехен. По смыслу будет то же самое, но здесь подчеркивается, что до этого, в общем, они ожидали. Происходили какие-то другие события, вот они прикидывали, сколько времени это совещание продлится. И теперь, оказывается, оно затянулось гораздо дольше. Видите? Визы хобма гехат
ойсгерехент. Это предпрошедшее время, которое в немецком и в английском есть, в русском языке такой формы нету. Дальше следующую строчку, вот пускай Леонид попробует прочитать. Если он нас слышит, куда-то он исчез. Леонид, вы нас слышите? Леонид нас слышит или не слышит? Следующая, вторая строчка. Вы меня слышите? Да. Ага. Unachwifel. 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 Sis Gewehren. Same. Erev. Zeit. Значит, слово «эров», обратите внимание, здесь написано фонетически по-советски. Если бы это было издание в орфографии Ива, было бы написано «ein reish weiss», потому что слово это древнееврейского происхождения. «Эров», да, вечер, в данном случае канун. Значит, фразу давайте попробуем перевести, Леонид. А вифл в данном случае это не настолько, а поскольку. И поскольку. А вифл, то есть насколько в данном случае это поскольку. И поскольку это было уже или самый вечер. Нет. Значит, смотрите, вечер овент, да. Эров это канун. Употребляется только в слове канун. В данном случае не буквально канун, а имеется в виду накануне шницайт, значит, жатвы. Накануне времени жатвы. То есть имеется в виду, не буквально там за день до жатвы, но в общем вот наступала жатва. Мы говорим о колхозе, правильно? Значит, дальше. То есть Авифал созгивен саме эрев шницайт. То есть это было вот на самый канун, как бы самое вот время перед жатвой. Шницайт. Шнит от слова шнайден. Шнайден это резать. А в сельскохозяйственном смысле это означает жать там пшеницу или рожь, соответственно, да, в прошедшее время гешнитн, от глагольного существительного шнит. Шнит, который означает и порез. Порез, например, там что-то порезать, там ашнит геб метамесер, да, резануть резануть ашнит геб метамесер, ашнит тон мета хак, то есть там резануть топором. Вот, а в данном случае шнит это жатва. Имеет такой смысл тоже. Это слово шнит сайт, это значит время жатвы. Дальше. Hat jeder von sei geeilt noch heint sich an umkehren Ахейм. Тут, кстати сказать, вот Гейм, по-немецки Хайм, а на идыше Гейм. Так что смотрите. Значит, ну, как мы это переводим? Да. Короче, поскольку это был канун жатвы, каждый смотрите, форма едер, да, едер фунзей можно тоже сказать, а едер фунзей это примерно как вот каждый как бы поодиночке, каждый из них едер фунзей, геайлт, спешил, айл,
Это Поспешил. спешить. Да. То есть каждый из них поспешил еще сегодня э, вернуться домой. Еще Вернуться сегодня домой. вернуться Да, все домой. правильно. Вот Ольга теперь. Нур, Нор. да, Нор. Нор, Шефтл, Кобылец, Ход, Фост Фест. или Пост, Фест. Пост, Ход, Пост, Фест. 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 Фест, Ход, Фест, Нох, Гехат. Нох, Гехат. Нихат, Гехат. Них- Это немножко плохо пропечатанный гимн. Гехат. Гихат, Гихат, Бештинт, Баштинт. Баштинт. Бештинт, Цу, Форх, Форх, Фархалтензах. Фархалтензах. Ферхалтен, Зиг, Фархалтензах. Это возвратная форма. Ферхалтен Зиг, Уй, Ойс, Нуцен, Ойс Нуцен, Ойснуцен. Ойс Нуцен, Ди, Гелектихен, Гелагенхайт. Гелагенхайт. Гелектихен, Гелагенхайт. Gelegenheit, was ihr Эр. er is do, er is do in холей, Гуляй. хуляй поле, Мгм. поле, Кедей. худей, зих, ицен, нет, Зих. оцен. Кедей зигзен. Кедей Это зигзен. зигзаг mit Элкен. Elken. Мгм. Так. Так, значит, только вот этот кобыль, Шефтл. шефл Шефтл кобылец. кобылец, да. Пушт, Твердо. не знаю, Готфест гехат баштимт. И вот здесь, обратите внимание, у нас опять идет предпрошедшее время. Готфест Мгм. гехат баштимт. Значит, твердо решил до этого. Да, заранее Мгм. твердо решил. Готфест гехат баштимт. Гехат мы можем Ага. убрать. Будет вполне грамотно, нормально тоже, но, значит, вот этот дополнительный гехат, оно добавляет как бы это событие, то, что он решил, отставляет немножко в прошлое. То есть еще до этого собрания, вот Шефтл Кобылец, он вот фест гехат баштимт. Баштимт решил твердо. Verhalten sich, продержаться, да, или что там? Задержаться. Фархалтен зих. Значит, опять Задержаться. напоминаем, что хов на идише всегда х, никогда не щ. Фархалтен зих. Задержаться. Тут, значит, вот важный момент для тех, кто учил немецкий. Приставки, глагольные приставки на идише, как правило, соответствуют не немецкому употреблению аналогичных вот приставок, но славянскому. То есть, как правило, в общем, мы можем мысленно их переводить на русский. Есть такой вот интересный, кстати, момент, который все преподаватели идиша замечают, что на первом курсе, на начальном курсе изучения идиша, немцы, ну и голландцы тоже как-то впереди, вроде все лучше всех понимают, а вот дальше, когда люди пытаются активно строить фразы, немцы оказываются в полном замешательстве, потому что по-немецки нельзя ни в коем случае так строить, так употреблять глаголы, а значит русские, украинцы, поляки, в общем славяне сразу понимают. Потому что вот и синтаксис, и построение глаголов, оно, в общем, как славянское чаще всего.
Есть, конечно, исключения, например, Форштейн, понять, да. Буквально, если это перевести, это получается застать, да, стоять. Вот. Но, допустим, вот в фархалтензах задержаться. Халтен держать, Халтен задержаться, фархалтензах задержаться, как по-русски. Вот, и так далее. Ну, читаем дальше. Так, вот это вот «Уйснуцен ди Gelegenheit» не вполне понятно. В смысле, Использовать, использовать возможность. Ага. Gelegenheit, использовать возможность или оказию. Угу. Так, использовать возможность, которая, Что которую он здесь? Что он здесь? То есть возможность, как бы в чем состояла эта оказия? Тот факт, что он здесь, после раздо. что он здесь, в Гуляй-Поле, Кудай. А вот что такое Кудай, Кэдэй, я уже... смотрите, Кэдэй это чтобы, но в советской орфографии написано фонетически. Кэдэй это чтобы. Слово семитского происхождения, вообще говоря, пишется ков, да, ков с точкой, ков далет ют, Кэдэй. Зигзен мит элкен, чтобы... Чтобы увидеться с Элкен, да? Элкой, то есть у него есть Элкой. любимая девушка в этом гуляй-поле, он туда приехал специально, чтобы с ней... Ага. Вот, давайте я перечитаю целиком этот абзац. Дебаратом, от Фарцойген, Асах Мэр, Визехобн Гехат Ойсгерехен, Уна Вифлсас Гевен Саме Эрф Шницайт, от Ядерер фон Зейге Айлт, но Хайн Захункеренахей. Норшефтл, Кобылец, от Фест Гехат Баштим, Цуфаргабн. Ойснуцен Геlegенheit, Восарыздо, Ингуляй Поле, Кадейзек Зен Мит Элкен. Давайте еще немножко. Так, теперь Михаил. Нох мит этлихе. Вольфетизм. Обратим внимание. Следующее слово. Что это такое? Хорошим. Хадош. Хорошим. Хадоша. Месяца. Но месяца написано как слышится. Потому что должно быть как бы хэс, далет, шин, юд, мем, безгласных. А здесь написано по-советски, как слышится, так и пишется. Хадошем, цурик. Хадошим цурик. Анхейп. Онхейп. Онхейп. Апрель. Апрель. Здесь вот тоже советизм, смотрите. В советском идише говорили как по-русски апрель, а в западном идише, в польском, венгерском апрель. Здесь апрель. Да, значит, Вендер секретарь пунем районом партий комитет. Угу. Миколе. Это Микола, что ли? Микола, да. Микола Степанович. Степанович, это отчество. Никола Степанович и Иващенко, наверное. Да, Иващенко. И вот смотрите, вот ща, мы вспоминаем, как пишется звук ща. Это тремя буквами записывается. Шин, тес, шин. То есть вот это сочетание из трех букв, такой вот триграф, это ща. Иващенко. Ход Базухт Шефтос бригады. Ну, давайте переведем вот то, что уже прочитали. Это что, только это, с приходом вот этого месяца? Нет, да? еще несколько месяцев назад. Нох миг эплиха хадошен цурик. Значит, еще ну, на идише говорят с предлогом ми, то есть еще с несколькими месяцами назад буквально. Еще несколько месяцев назад, вот, еще с несколькими месяцами назад. Дальше. В начале апреля, значит, смотрите,
не нужно говорить ин, онга и паприн. Можно, в принципе, но, вообще говоря, лучше, более идиоматически, безо всяких предлогов, онга и паприл. Значит, наречие такое, да? В начале апреля. Онга и паприл. Когда секретарь районного вот этого парткомитета Ага. Никола какой-то там Степанович Иващенко. Степанович Иващенко или Иващенко Иващенко, ход базук. посетил Базухт посетил бригаду Шефтла. То есть Шефтлс Шеффилд бригады, да. Шефтлс бригада. Вот. Ну, Леонид. Извините. Шеффилд бригада. Hat in der Zelt Угу. als Elke hat sich umgekehrt Umgekehrt. mit ihr Töchter Угу. kein Гуляй-поле. kein Gulaipole. Als war die Jorn, was sie ist nicht, was sie ist nicht Gewern. gewesen, do ist ihr ausgekommen, Ausgekommen. als Sach über Überzuleben. Ну, давайте перейдем. Асах, обратите внимание, тоже это слово семитского происхождения. Здесь написано через алов. В западных изданиях было бы без алов, просто самых лангехов, а здесь фонетически, да, асах. Ну, давайте. Вот Рамицел. Ход им Дерцелт, он ему рассказал, что Элка вернулась со своей дочкой. Ну, дочуркой, да, дочкой. Да, в Гуляй-поле, что за те годы, в данном случае этот артикль имеет смысл по-русски перевести местоимение, что за те годы, что за те годы, что да, что за те годы, что она не была здесь, и из ее Ойзгекумен. С ней произошло, видимо. Ну, выпало, выпало. Да, ей довелось много пережить. Пережить, вот смотрите, видите, как по-русски лабм, иберла, да, жить, пережить. Иберцу лабм. Тут вот смотрите, видите, какая тут любовная линия получается уже интересная, потому что он хочет встретиться с Элкой, а у Элки дочка, то есть вот мы читаем, как бы там уже интересно, то есть Элка это замужем или не замужем, откуда дочка. То есть вот нота Лурье нас уже увлекает какой-то историей с любовной линией. Вот, ну, давайте чуть-чуть еще прочитаем. Сейчас давайте я это вниз немножко двину, эту картинку. Так, сейчас попробую. Да, получается тут. Ин. Цвамен. Zusammenstoß.
Zusammenstolz. это Zusammen, Zusammenstolz. Stolz. Zusammen, Auf der, ага, ага. Zusammenstolz auf der Glanetz. Grenetz. Mit, Grenetz. Grenetz mit Мантиш, так, Манчжурия. Манчжурия из Монголия. Нет, Манчжурия. Из дальше. Из что? Из Умгак. Умгекумен. Умгекемен, да? Умгекумен. Умгекумен это погиб. Умгекумен. То есть вот есть такой глагол. Умгекумен Брудер. Бихлал. Это семитизм, смотрите, семитизм, который должен писаться бейс, хоф, ламет, без гласных. Бихлал вообще. Бихлал это вообще. Бихлал из аф ир. Гойрл, вот здесь опять семитизм, который написан фонетически. Смотрите, значит, должно быть без буквы ют. В идише, значит, Гойрл – это судьба, жребий. Гойрл. Гойрл, Зайер. Зейер. Так, опять составное. Так, мен. Нет, Асах. Ага. Асах, ойс, гефелт. Ойсгефаллен. Ну, давайте переведем. Так, zusammen, в совместном, в совместном что-то такое, да? Нет, значит, смотрите, в данном случае что это толкать, Ага. значит, в стычка. Ага. Штойс это толчок, zusammen штойс в стычке, в столкновении. Так, в стычке чего-то, родительный падеж. На границе, auf der Grenze. Ага, это как немецкая Гренце, да? В стычке на границе с Манчжурией погиб из Умгекумен. Погиб ее брат вообще на ее судьбу очень много выпало, да, получается? Выпало, да, вот как по-русски, видите, выпало, ойсгефаллен. Вот, ну и Михаил, последнее предложение в этом абзаце. Doch ist die Verblieben energisch wie früher und Arbeit Stellvertreter. Уном директор in районом пункт за год За год зерно. Ну, это зерно. За год зерно. За год зерно. Ну вот давайте переведем.
Дох в данном случае, Э, дох это многозначная такая частица, которая может означать ведь, а в данном случае и тем не менее. То есть вот когда начинается фраза «дох», и все-таки, и тем не менее, дох из «if verblieben energisch». Тем не менее, несмотря на это, то, что ее брат погиб, Энергиш. но она осталась, значит, несмотря на это, она осталась энергичной. Из «if verblieben» осталась. Энергиш осталась энергичной. Ну и она работает. Это заместитель Нет, энергичный, или как раньше, бифриер, а, да. как раньше и работает. Заместителем, совершенно верно. Вот А, хорошо, что вы догадались, знаете такое слово. да, Алфатретер. Значит, заместителем директора. Вот там директора районного пункта за год зерна. районного пункта за год зерно. Да, вот такой абзац. Давайте по-быстрому я его перечитаю, мы тогда перейдем к стихотворению, стихотворной части. Noch mit etlichen Gedoschen zurück und Cape April, wenn der Sekretär von dem Rайонном-Parteikomитет Микола Степанович Иващенко hat besucht Chefsbrigade, hat erzählt, dass Elke hat sich umgekehrt mit der Tochter auf kein Gulei-Pole, als für die Jahren, wo sie ist nicht gewesen da, ist ausgekommen, als auch überzuleben. In der Zusammenstoß auf der Grenze mit Manchuria ist umgekommen ihr Bruder, und בכלל ist für Geurl sehr Sach ausgefallen. Doch ist verblieben energisch wie früher und arbeitet als Stellvertreter von dem Direktor in Rайонном von Загод Зерно. Ну, теперь стихотворение. Одно из моих любимых, кстати сказать, стихотворений Арена Цейтлина. Вот пускай Ольга попробует начать читать. Орфография здесь немножко не ива, значит, обращаем внимание, что... Обратим внимание, тут есть некоторые особенности. Фей без черточки, как в советском выдерже, но вот такое издание. Значит, заголовок. Какой заголовок стихотворения? Ольга. Ольга выключила микрофон. Трамваем. Единственное, что мне нужно файл открыть, потому что у меня экран плохо показывает. Можно? Да, конечно. Значит, трамвай в современном в орфографии ива пишут трамваем, значит, поскольку трамвай, там будет юд-юд, то значит, было бы два юда с черточкой, да, с юдом метапасах. Ну, в этом издании вот так. Трамваен, да. Ага. Ну, в общем, понятно. Так. Почитать, да? Да. Угу. Так, сейчас я соображу. Так. Ага. Так, им клепт дер Herz. С. Ой. Es klebt dem Herz. Es klappt, там мало. Es klappt der Herz von größer Stadt. Das Herz. Ага, das Herz. Herz, значит, на идише сердце Herz, а не Herz. Herz von größer Stadt. Угу. Von früh bis spät. Ага. Und Schmidt der Asimo de Bau. Нет, тут, значит, интересно очень. Schmidt dem Ashmedai Kleyzain. Значит, Kleyzain – это оружие. Это такое слово, значит, древнееврейское слово. Сложное, да, как бы сосуды, оружие, то есть вооружение. Kleyzain. Оружие кому? Ашмедаю, которого переводят немножко с греческим акцентом как Асмодей, да, такой князь тьмы, князь зла.
с которым есть интересная история, как царь Соломон там, у него были очень интересные с ним отношения. В общем, und Schmied, der Maschmedai Klei sein. Und Schmied dem Ашмедай Клензайн им зинgt Им им зинgt Дегас. Угу, Так, переводить, да? да. Так, стучит сердце большого города. Шик городов. Гройса штат. Ага, больших городов с утра до позднего вечера. Да, дополнительно. И куется оружие для Шмидая, и поют улицы. Ему поет улица. Ему поет улица. Угу. Ну, Михаил еще. Афыр. Так. Афир, Фарштейт, Фаршайт. Тут вот не прописано, смотрите, это в этом издании А и не отличаются, надо знаться. Афир, Фаршайт. Фаршайт, Гедихтен, это бас. Бас. Ун Дейне. Зайне. Его. Шдим. Шейдин. Черти. Шейдин. Вот это как читать? Рик. Рак. Только. Это рак зейшраен. Рак зейшраен. Ну, тут немножко интересные редкие слова, да, значит, и до этого то, что Ольга прочитала строчку. Ему поет улица, значит, на ее буквально, то есть ее скромно, фаршает, как бы скрытно, гедихтен, наоборот, значит, как лес не глухой, а... Непролазный. Ну, нет, густым, значит, скрытно густым басом. Ему поет улица, значит, и своим Афыр, Фаршайт, Гедехтен бас. Своим, вот таким скрытно, густым басом. Унзайн шейдем, то есть чьи черти вот этого самого Шмидая, Рагзей Шрайн, только они орут. То есть улица, как бы вот она, у нее там бас какой-то, она басом говорит, а орут черти. Рак, зей Шрайн, только они кричат. Рак, вот смотрите, есть несколько синонимов только, лишь, только, лойс, нор, рак, это очень такое вот слово из древнееврейского, оно очень такое эмфатическое. То есть вот только они, и никто больше. Рак зейшрай, только они орут, кричат. Дальше Леонид, вот последние 3 строчки этого отрывочка. Увхер. Мы читаем, значит, эту глагольную приставку как уф, да, потому что звучит она как уф. Он увхер гейт. Он увхер гейт. Он увхер. Он увхер. Цицах. Но вот здесь возвратный глагол. Я уже говорил, что когда возвратный глагол, зих вот не надо акцентировать, оно как бы сливается. То есть лучше читать цицах. Он уфер цицах, зеер кейт, ди кейт фун Шейдем. ди Трамвай. То есть смотрите вообще какой вот образ.
Давайте переведем вначале. Он увгер, значит, без остановки, без перерыва. Он увгейт. Да. То есть без остановки идет, без остановки Тянется. тянется. Их Очень... цепь. Их цепь, чертей, там что-то чертова цепь, Трамваев. трамвай. Так, давайте чуть-чуть, я это перечитаю. Очень красивое творение, смотрите, как оно классно написано. Es klappt das Herz von größer Stadt, von Friedes spät, und Schmiede muss mit Eichel sein. Im Sinn der Gas, auf ihr versteht die Richtung Bass. Und seine Schäden, Rag, Seeschreien. Он увгергейт, он увгерцится, взергейт, и кейт von Schäden, и трамваем. То есть вот трамвай это такое... Это такие демонические, в общем, существа. Вот, я уже рассказывал, что у меня была статья, когда-то Форвард и про Булгакова упоминаю. В общем, интересно, что трамваи, в общем, когда появились, действительно были случаи, что трамваи там кого-то и кому-то там голову отрубали, то есть такое, в общем, в ранней истории трамвайного транспорта было и не редкостью. Да, в общем, изредка и сегодня случается, но, к счастью, редко. Но, в общем, трамваи ассоциировались с какой-то такой железной штукой, которая может убить. Значит, здесь я... Ну, Михаил, попробуйте. Так, а это сим? Как Это очень интересное слово. Значит, это, вообще говоря, аббревиатура. Самых мем, да, обычно произносим, в данном случае сам. Это очень интересное слово. Значит, что это такое? Князь, собственно говоря, вот князь Тьмы, дьявол, в каббалистической традиции его зовут в ашкеназском произношении Самоэл, да, Самаэль. Лучше это слово, в общем, вообще не произносить. Поэтому в хасидской традиции его и вообще как бы в еврейской традиции, чтобы лишний раз не упоминать нечистого, значит, говорят, сокращают до самых мем и произносят либо как самых мем, вот по буквам, либо сам. Сам, тут игра слов, это яд. Яд. То есть вот как бы одушевленный яд. Сам, но мы видим вот этот знак Гершаем, что это аббревиатура, все-таки это не яд. Это вот князь тьмы. Сам, Лоерт, дальше. Лоер, лахнидик, ун квелт, ун Бенчт. бенчт, зайн велт, воз плац, ун реш, Фунраш. Это слово древнееврейского происхождения. Фунраш. Раш. Фунраш, ун кригерей. Кригераен. Здесь ай. В данном случае Кригераен. Попробуем эти три строчки перевести. Значит, вот князь тьмы, лоерт. Лоерт – это охотиться, прячется, чтобы напасть. Лоеран, значит, это сидеть в засаде. Значит, князь тьмы сидит в засаде, лоерт, лахандик, смеясь, квелт, и радуется, веселится, квелт, бенчт зайн велт, и благословит свой мир. То есть тут такой гностический несколько мотив, что, в общем, мир возле лежит. И благословляет свой мир, восплац фунрашун кригерайн, который лопается от грохота и ссор. Кригерайн. Значит, криг – это война, кригера – это ссора. От шума и ссор.
Ну, давайте я дочитаю, потому что время немножко поджимает. Er steht und horcht bei jedem Rock, wo singt die Glock von Gassen, riesige Gebeine, Zara Akkord, es nehmen Hunger, Snus und Mord. Und wie es weint, leist den, wer leist dein. Leist din, leist dein. Значит, эта фраза из талмудическая такая фраза, значит, что безбожники утверждают, что в этом мире нет ни судьи, ни суда, да? Лейздин, лейздайн. Дайн, вообще говоря, пишется через два юда по стандарту Ива, потому что это вот ай. Дин – это суд, дайн – это судья, да? Мы знаем, что есть раввины, которые занимаются с имущественными и прочими спорами. Такой раввин называется дайн, да, судья. В данном случае имеется в виду, что безбожники кричат, значит, переводим эту фразу, «Штейтон хорк боедный рог», то есть вот этот вот шум, ссор, он стоит и... нет, князь тьмы, значит, стоит и прислушивается, хорк, на каждом переулке, на каждом рог, на каждом пересечении улиц, да, то есть на каждом углу, возинг де глок, где, значит, поет колокол, фунгасен, ризики габайн, значит, где поет колокол улиц, огромных зданий, сара аккорд, такой аккорд. Такой аккорд, значит, поют снемен, такой аккорд берут голод, блуд и убийство. Снемен хунгер, знус ун морд. Он весь вейн, и как будто плач. Он весь вейн, и как будто бы плачут. Нету ни судьи, ни суда. То есть мы видим современный мир, где люди уже в Бога не верят, а на самом деле правит там дьявол, значит, который вот он прислушивается к тому, что творится, прислушивается к тому, как люди ссорятся, значит, царит голод, блуд, убийство и шум, вот этот вот колокольный звон каких-то огромных зданий. То есть вот такое вот апокалиптическое видение Варшавы. Mit wilder Freit, vernehmter Клоулас, пустерей, значит, и с дикой радостью он принимает проклятие, пустословие, пустерей, das ganze Tumlen, Klingen, Braien, und lustig sät sein Oig, bis zieht sich durch die Stadt, die Kate von Schäden, die Tramвай. То есть вот этот князь тьмы, в общем, он прислушивается к вот этой вот всей хтоне, которая творится в городе, принимает с удовольствием, с дикой радостью проклятие, пустословие, толчью, звон какой-то, значит, похвальбу Брайан, и весело смотрят его глаз, как тянется через город цепочка чертей, трамваев. Но я считаю, что шикарное стихотворение, оно абсолютно такое вот, круче Булгакова, правильно я говорю? То есть так, образ, вот такой вот образ, где, в общем, люди, которые в Бога уже не верят, на самом деле там правят бал сатана, то есть, классное стихотворение. А скажите, когда оно было написано и где? Оно было написано, значит, да, вот оно задолго было написано написано оно было, если, насколько я знаю, напечатано, по крайней мере, уже в 23-м году. В 23-м году Булгаков начал работать над «Мастером и Маргаритой» несколько лет позже, насколько мы знаем, там где-то в 26-м году, много лет работал. А до этого, в 21-м году, Николай Гумилев написал вот стихотворение «Заблудившийся трамвай», где тоже вот трамвай, он выходит за горизонты этого мира, едет по какому-то, в общем,
страшному вселенной мертвецов, да, читается «Заблудившийся трамвай». Вот «Заблудившийся трамвай» Гумилева был написан за 2 года. За 2 или 3 года до вот этого стихотворения Цейтлина. Как все это связано, в общем, мы не знаем. Может быть, и связано, потому что Цейтлин, конечно, по-русски читал, хотя читал, конечно, точно читал, потому что, в общем, родился это была Российская тогда еще империя. И польский, конечно, тоже прекрасно знал. Так что читал ли он Гумилева мог запросто, потому что, в общем, поэты русской поэзии, еврейские поэты очень активно интересовались. Если какой-то сборник выходил, то, в общем, люди, читающие, конечно, его читали. То есть, вот если связь между Гумилевым и Булгаковым, я полагаю, что, конечно, точно есть, потому что Булгаков читал Гумилева. Вот. А здесь, в общем, наиболее мрачный образ из трамвая. Из всего, что мне доводилось видеть, как мы видим, с таким каббалистическим еще элементом. Тут даже 2 князя упоминаются подряд. Причем по нарастающей, потому что как бы вот Асмодей, он такой вот, он с ним заигрывал царь Соломон. Царь Соломону он выдал, значит, выдал этого самого червя Шамира, который в ашкеназском произношении Шомер, то есть в ашкеназской традиции такой был дракончик, который как бы как лазером огнем камни резал. То есть, в общем, он такой амбивалентный еще товарищ Асмодей, то есть, в общем, как бы демон такой, не, скорее как бы такой плут, да, плута-шутник. То есть, не знаю, на вроде германского Локи. То есть такой, как, ну, не совсем он злой на самом деле, ну, опасный. А вот второй персонаж, который сам Ахмем, это считается ну, натурально, действительно, князь тьмы. То есть вот идет эта мрачность по нарастающей, и дальше мы видим безбожие. То есть, в общем, люди-то думают, что нету ни судьи, ни суда. Вообще вот эти вот значит, убийство, голод, блуд, в общем, всем на все наплевать, какой-то шум, разборки, пустословие, проклятие, и правит над этим балом сатана. То есть, и, значит, как бы со своей вот этой цепью трамваев. То есть, когда технология, да, заменяет Бога, то есть люди уже верят там, в общем, в трамваи, и вот эти трамваи ездят по городу, на самом деле сатанинская такая цепочка. То есть, ну, такое одно из моих любимых. Вообще Цейтлина, у него очень много интересного, очень много про мертвецов, там про астрал. Вот у него есть стихотворение, называется «Астрал». Астрал, потому что он был оккультистом, помимо всего прочего, практиковал всякие разные медитации. То есть, ну. А где он это написал? В Нью-Йорке? В Варшаве. В Варшаве, значит, он вовремя... Надо проверить, кстати, потому что потом он переехал в Нью-Йорк, но в данный период, насколько я понимаю, он жил в Варшаве. Потом, значит, да, потом он переехал в Нью-Йорк. По хронологии надо бы проверить. Но я почти уверен, что вот это еще было в Варшаве написано, потому что в Нью-Йорк он переехал в 30-е годы, сумел, к счастью, спастись от нацизма, потому что отец его погиб. А отец его был очень интересный философ, которого, значит, Гилель Цейтлин, которого недооценивают. Я считаю, что он не менее интересный, чем Бубер. Тоже экзистенциалист такой вот мистический, хасидский, который прошел интересный путь от хасидского воспитания, потом увлекся Ницше, какое-то время был безбожником, и потом вернулся снова в хасидизм, уже с багажом вот этого философского знания. И у его отца, у Гилеля Цейтлина, там просто очень интересно. То есть у него там и гностическая София, и Лев Шестов, и Владимир Соловьев, и хасидизм, Рабби Нахман, и Хаббат, вот так вот. Очень интересно, и
и психоанализ какой-то там присутствует уже в то время, то есть интересный философ, а сын вот такой поэт. Поэт-мистик, поэт-гностик, поэт-визионер. Вот, вот так. Так что это стихотворение я на русский перевел. Если хотите, я вам скину уже перевод свой. Вот. Домашнее задание, в общем, внимательно это стихотворение прочитать, разобраться с синтаксисом, потому что он очень красивый здесь, простой достаточно и красивый. Слог, то есть смотрите, как разбито здесь все очень красиво, акцентировано короткими, как бы короткие строки меняются на длинные, да, то есть вот, Цейтлин, он очень таким ломаным размером, казалось бы, да, то есть размер не совсем классический, то есть там, число стоп в разных строках разное. Он нагнетает вот эту атмосферу. Он очень классно это делает. То есть нагнетает вот эту вот атмосферу апокалиптического города. Так что внимательно прочитайте. Напоминаю, что вот эта вот строка читается «Leis un vi es vein, leis din vleis daen, leis din vleis daen». Вот, замечательным образом рифмуется с гибаем, со зданием. То есть огромные здания, но тогда еще огромных зданий, как сегодня, не было. То есть, наверное, в общем, там такие вот семиэтажки, шестиэтажки, в общем, казались тогда страшными. Если бы сегодня жил Лоренс Эйтлин, вот среди этих, как называют, человейников, там, 30-этажных, наверное, вот тогда бы он уже действительно написал такое, что страшно было читать. Понятно. Спасибо, очень интересно было. Вот, ну, Спасибо. если есть вопросы какие-то, пишите, задавайте. Если есть какие-то идеи, как, значит, нам оптимизировать занятия. Ну, в общем, я считаю, что идем очень даже хорошо. Юль, а можно будет прислать подстрочник на проверку, чтобы я все-таки попробовала перевести на украинский? Можно? Можно. Ну, хорошо. Русский перевод есть, поэтому вот я Кстати, попробую да, на вот украинский. очень интересно было бы, потому что я как-нибудь на английский попробую перевести, тоже было бы классно. На английский переводят стихотворно, буквально, там по пальцам можно перечислить, кто переводит стихотворно, потому что, в общем, в английской современной поэтической традиции нету школы нормального стихотворного перевода как таковой. Так вот, есть такая Майя Иврона, она хорошо переводит на английский. Шолленбергер прекрасный поэт, но он как бы слишком привык к верлибру, поэтому у него, когда он стихотворно переводит, все-таки там все это вот сносится, размер довольно сильно. Да, в общем-то, да и все. Так что вот надо будет перевести на английский. Попробовать. Хорошо. Хорошо. В общем, продолжаем. В следующее воскресенье, значит, встречаемся. 14 или какого там у нас получится. Да, 14 сейчас декабря уже. Какое там будет воскресенье? В одно из воскресений мы не встретимся, потому что я буду в Москве 14, значит, а потом направлюсь в город Биробиджан. Кстати, вот, как и Ольга. Ольга тоже едет в город Биробиджан. А что там будет? Там будет фестиваль идиша. Угу. Значит, Ольга замечательный переводчик, очень много стихов перевела уже для... Поначалу это было как бы подстрочник плюс аудиозапись.
отличные, шикарные переводы. Теперь, как мы видим, уже она читает самостоятельно. Для сборника современной поэзии нашей, который вышел не далее как позавчера, она очень много перевела. Сборник вышел в Москве. Я составитель. Издательство «Книжники» выпустило, значит, совместно с частным издателем Борисом Зайчиком. Вот такая книжка вышла. Значит, она для Ольга, для альманаха Биробиджан переводила. Вот. До этого в альманахе «Отражение», который выпускает Пушкинский дом в Питере. Там тоже были ее переводы с идишем. Вот, так что вот так. Вот. Ну и, в общем, мы надеемся, почему я так вообще комбинирую разные области как бы знания идиша. Я надеюсь, в общем, что эти уроки нас приведут к тому, что у нас появятся и новые авторы в какой-то момент, и новые литературные переводчики. Было бы здорово, потому что, в общем, столько есть всего, что стоило бы перевести, и проза, и поэзия. Вот, переводчики-то нам нужны, новые авторы нужны. Так что, в общем, я надеюсь, со временем сможете сами начать писать. Так что у меня такие, в общем, надежды. Я вам расскажу историю, если мы еще... У нас есть пара минут. Появился этим вот летом, абсолютно ниоткуда. Вот ниоткуда. Вот бывают такие чудеса. В городе Йошкар-Ола, да, значит, человек по имени Павел Вишневский, по национальности мариец, который выучил идиш и пишет на идише почти без ошибок. Переводит стихи собственного деда Семена Вишневского, который был национальным марийским поэтом, на идиш. Ну, там надо было подредактировать, конечно, но я не могу сказать, что критично подредактировать. То есть отличные рифмы. Откуда, да, откуда? Оказывается, он учил самостоятельно идиш, потому что он влюбился в песни сестер Берри. Ему стало интересно. Он в эту тему, значит, как бы углубился, самостоятельно выучил. И когда уже выучил, вышел в эфир, как бы говорят, ребят, смотрите. Вот такая история. Замечательная, на мой взгляд. Так что вот давайте изучать. Давайте стараться продвигаться. Вот, еще кто-нибудь что-то хочет сказать, спросить? Вроде нет всего-то. Хорошо. Ну тогда жду вас через неделю. Вот, если есть какие-то пожелания, какие-то тексты, которые вот мы хотим изучить, я считаю, что, в общем, вот у нас такой набор оптимальный, то есть, как бы мы читаем простой текст, такой советский, где, в общем, все понятно, там колхозы, подкомы, а потом вот такой вот эзотерический, то есть для контраста. Я считаю, что это... Вот, Ольга, как ты думаешь? Ну, как всегда, огромный данк и за урок, и за то, что вот приобщили меня к теме идиша, и к литературе, и к переводу. Вот это вот счастье на самом деле. Правда. Спасибо огромное. Ну, да, и тебе спасибо за замечательные переводы, потому что, в общем, действительно очень... Кстати сказать, мои стихи прекрасно вот Ольга переводила. Я вот не помню, я высылала ее не файна, который у нас первым был. Я сделала русский и украинский. Если интересно, могу прислать в чат. Да, ты можешь прислать. Ну вот, да, украинский, конечно, да, интересно, русский тоже интересно. И, кстати сказать, у Михаила Генина есть свой перевод, который мне понравился. То есть, получается, у нас уже такая небольшая тут школа переводчиков формируется.
Вот, Леонид, если хочет, может тоже попробовать Йонифайна перевести, потому что там буддийский вот этот стих, если есть время, просто ради интереса сравнить разные переводы. Мгм. Вот, будет тогда уже целое у нас тут соревнование по переводу. И это не домашнее задание, а просто вот мысль такая, что раз уже три перевода появились, так есть мой, у Ольги и Михаила.